Добрый день, это телеканал Якутия-24. Новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Оперативный штаб информирует, 216 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. День борьбы с пневмонией. Дата отмечается во всем мире. Сюжет из Мирного. Заплати налоги и спи спокойно. 1 декабря последний день уплаты налогов физлицами за прошлый 2019 год. «216 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за последние сутки, из них 119 в столице. Также под особым вниманием находится Анабарский район, где выявили 10 случаев, и Вилюйский район, в котором коронавирус подтвердили у 8 человек. Ольга Балабкина из оперштаба уточнила, что рост числа заболевших в данных районах связан прежде всего с проведением массовых мероприятий, свадеб и юбилеев, которые на сегодня, напомним, запрещены по указу Айсена Николаева. Более 2 миллионов человек ежегодно умирает от пневмонии, половина из них дети. До 18 века считалось, что воспаление легких – это просто простуда. Неправильное лечение приводило к смерти пациентов. Методом борьбы с этим заболеванием выделили отдельную дату – 12 ноября. В этом году он стал еще актуальнее. Пневмония, вызванная коронавирусом, увеличила мировую статистику смертей. Как защищаться от этого заболевания, выясняла наша коллега Мария Флоренция. Вот это все белое, это все пораженные участки легких. Похожую картину, как говорят медики, эффект матового стекла дают и другие виды пневмонии. У Кристины Кашириной в память о 2 перенесенных пневмониях несколько снимков легких и следы катетеров на кисти. Весной у девушки воспаление легких медики приняли сначала за острый бронхит. Диагноз изменили после КТ. Лающий кашель и затрудненное дыхание вернулись осенью. Сомнений, что это снова пневмония, причем вызванная коронавирусом, уже не было. Кристина в группе риска из-за бронхиальной астмы. Когда почувствовала, что дышать все труднее, обратилась в больницу. Почувствовала сразу разницу в том, как я дышу. То есть я понимала, что за всю свою жизнь так не было никогда. То есть прям тяжело, очень давит грудь. Даже вот до сих пор мне кажется, что у меня дыхание не пришло в себя, то есть я как-то так очень жадно глотаю воздух. Сегодня медики разделяют пневмонии на коронавирусные следствия ковида и другие, бактериальные и гриппозные. Но симптомы едины для всех видов. Боль или дискомфорт в грудной клетке, одышка, кашель, как правило, лихорадка с температурой до 39 градусов. Это связано, может, с тем, что у нас при первой волне ковида были ограничительные меры, да, то есть более такие изоляции были. Статистика, конечно, у нас в этом году получается чуть намного больше за счет ковида тоже. От бактериальной пневмонии летальности меньше, намного меньше, чем от вирусной пневмонии. Потому что вирусная пневмония, она все равно поражает не только легочную ткань, но и любая вирусная пневмония, да, будь она гриппозная пневмония, да, или ковидная пневмония, она же может дать осложнения и на центральную нервную систему, и на другие такие системные, органы системы может дать осложнения. Бактериальная пневмония легче поддается лечению. При воспалении легких, вызванной коронавирусом, поражаются мелкие сосуды. Это сравнимо с химическим ожогом легких. И первое время человек может ничего не подозревать, тем самым распространяя болезнь. Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении жителя поселка Чульман Нерюнгринского района, обвиняемого в убийстве. В мае прошлого года на Рыночной площади после праздничного салюта подсудимый нанес удар ножом в области живота потерпевшего, перепутав его со своим знакомым, с которым накануне распивал спиртные. У него завязалась с ним ссора, которая переросла позже в драку. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в умышленном убийстве не признавал, пытаясь убедить коллегию присяжных в том, что потерпевший сам наткнулся на нож, когда подсудимый оборонялся от нападавшей на него толпы людей. Вместе с тем государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей были представлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого. Приговором Нерюнгринского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 1 декабря последний день уплаты налогов физическими лицами за 2019 год. До этого срока налогоплательщикам необходимо произвести оплату за имущественные, земельные и транспортные налоги.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 5 по Якутии в целях обеспечения здоровья населения в период распространения коронавирусной инфекции рекомендует использовать официальный сайт Федеральной налоговой службы и сайты других ведомств, взаимодействующих с Федеральной налоговой службой по предоставлению всех необходимых сведений об объектах и правах собственности. С прошлого года есть единый налоговый платеж, понятие такое, да? Информация по данным единого налогового платежа также у нас отражается на сайте налог.ру. И по одному коду бюджетной классификации налогоплательщик может уплатить 3 вида сразу налога: налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельные налоги. Также у нас на сайте налог.ру есть уплата налогов и пошлин. Могут зайти налогоплательщики в этот раздел, ввести свои данные и также произвести оплату налогов онлайн. В Якутии продолжается неделя качества. В ее рамках Якутский центр стандартизации и метрологии проводит проверки оборудования различных организаций, оказывающих услуги населению. Сегодня специалисты центра выехали на станцию техосмотра. Там провели проверку всей аппаратуры, при помощи которой производится диагностика автомобиля, и по показаниям, которые автовладельцам выдают талоны техосмотра. Оборудование, которое используют на таких станциях, должно проверяться не реже 1 раза в год и получать соответствующие сертификаты. В случае отсутствия подобных документов показания приборов считаются недействительными, а технический талон, выданный станцией, также может быть признан недействительным. На каждый прибор выдается свидетельство о поверке установленного образца. На нем имеется клеймо поверительное и наклейка. Также все данные вносятся в ФГИС Аршин, это Федеральный информационный фонд. Вся информация, на которой находится в свободном доступе, то есть любой человек может зайти на сайт и посмотреть, прошел ли данный прибор поверку. Из арктической экспедиции в Санкт-Петербург вернулось судно «Академик Федоров». На берегу его встречали представители Главного командования военно-морского флота России и Управления навигации и океанографии Минобороны. Подготовка к экспедиции и само исследование длились около 4,5 месяцев. Из них 2 месяца прошли в условиях Арктики. Судно прошло расстояние более 14 тысяч миль или 22,5 тысячи километров. Провел экспедиционное судно через арктические льды атомный ледокол «50 лет Победы». Исследование проводилось в сложных ледовых условиях. Толщина покрова льда достигала 2 метров, а его сплоченность оценивалась в 10 баллов, сообщили в Минобороны. По результатам этой экспедиции был выполнен полный объем всех предусмотренных работ. Товарищ капитан 1-го ранга, комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием, утвержденным главнокомандующим военно-морским флотом 15 августа 2020 года. Во время исследований выполнено 10 тысяч линейных километров в основных районах съемки, а также 5 тысяч линейных километров съемки рельефа дна по ходу движения из района и в районы работ. В общем, судном выполнено 14 тысяч миль во время похода. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Якутия 24 продолжает следить за развитием событий.